самых заметных событиях этого дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте, вот основные темы. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Только в Якутии на учете состоит более 1000 человек. Нанесенный паводками ущерб в республике составляет свыше 355 миллионов рублей. Подтопило дома и дворы в 9 районах. Загрязнение водоемов сточными водами, деградация водных объектов, изношенность гидротехнических сооружений, снижение рыбохозяйственного потенциала. Основные проблемы водного хозяйства должен решить проект по оздоровлению рек. Сегодня в Якутии отмечается День хомуса. Именно в этот день в 1990 году в Якутске был открыт единственный в мире музей и центр хомуса народов мира. Международный фестиваль независимого кино в Великобритании объявил победителей этого года. Среди них 3 награды взял якутский фильм «Не хороните меня без Ивана». Состоялась рабочая встреча главы Республики Айсена Николаева с послом Республики Казахстан в России Дауреном Абаевым. Стороны рассмотрели текущие и перспективные вопросы сотрудничества. В частности, на встрече обсуждалось развитие связи в экономических и гуманитарных направлениях. Как отметил Даурен Абаев, главной целью его визита является изучение и ознакомление опыта Якутии в сферах креативной индустрии, IT и сельского хозяйства. Надо отметить, что в январе текущего года, после визита Айсена Сергеевича, у нас очень хорошая динамика взаимоотношений, потому что личные контакты дают хороший стимул, а точки соприкосновения у нас практически в каждых отраслях. Мы можем и промышленная кооперация, IT-сфера, торговля, сельское хозяйство. Поэтому здесь большие перспективы есть. А программа моего визита я, конечно, хотел бы изучить, посмотреть и ознакомиться с опытом Якутии в разных сферах. Неделя борьбы со СПИДом и информирования о венерических заболеваниях, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИД, продолжается. В рамках недели Центр СПИД проводит лекции от специалистов по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников, студентов СУЗов, вузов, преподавателей, для работающего и неработающего населения. Подробнее в следующем материале. ВИЧ-инфекция остается одним из самых распространенных инфекционных заболеваний в России. В Якутии на диспансерном учете состоят более 1000 человек. Пациентам оказывается вся необходимая консультативная, медицинская и психологическая помощь. В Центре СПИД проводят психодиагностическое обследование и групповые работы. Групповая работа у нас проводится раз в месяц. Мы в формате общения, приглашаем всех. И также приглашаем экспертов, специалистов, которых интересуют наши пациенты по запросу. Для каждого пациента, который узнает о своем ВИЧ-статусе, это для него огромный стресс, он может испытывать чувство вины, стыда. Но мы стараемся помочь, помогаем, и всегда готовы. Также в работе врачей помогают равные консультанты. Это люди, которые живут с ВИЧ-инфекцией продолжительное время. Они оказывают поддержку другим пациентам. Одним из приоритетных направлений Центра СПИД является проведение экспресс-тестирования, который направлен на раннее выявление ВИЧ-инфекции. С помощью экспресс-теста можно узнать ВИЧ-статус в течение 10 минут. Это современнейшие тесты на сегодняшний день. Анализ берется с пальца руки. Обрабатывается все стерильной салфеточкой обязательно, палец. Стерильный одноразовый ланцет. Безболезненный прокол. Берется капилляр и капелька крови. Высокая точность анализа. Благодаря этому можно выявить ВИЧ-инфекцию на ранних стадиях диагностики. Все граждане Российской Федерации могут добровольно и бесплатно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию в поликлиниках по месту жительства, ЦРБ, в Центре СПИД и в его филиалах в Мирном и Алдане. Даяна Федорова, Джоустан Иннокентьев, Якутск. С 1 декабря компания «Леновод-сервис» закроет движение судов на воздушной подушке по маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск.
Навигация на воздушных подушках начнется только весной. До этого времени мы должны заказать и установить необходимые запчасти, отметил руководитель Леноводсервис Борис Строев. В настоящее время ведутся подготовительные работы по открытию автозимников. По примерному графику ледовую переправу Якутск-Нижний Бестях планируется открыть 11 декабря, Кангалас-Барагонцы 25 декабря, исходя из погодных условий. Нанесенный паводками ущерб в республике составляет свыше 355 миллионов рублей. Подтопило дома и дворы в 9 районах – Горном, Кобяйском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Амгинском, Намском, Татинском, Анабарском, Устьянском и Аймиконском. На помощь пострадавшим от паводка направили около 4 миллионов рублей. Помимо всего, поясняется, что Якутия – один из самых паводкоопасных регионов России. Особенно весной, когда из-за заторов поднимаются реки и идут ливневые обильные дожди на малых горных реках. Для предотвращения угрозы в республике каждый год заранее проводят профилактические мероприятия. Сегодня на 30-м Совете Ленского бассейнового округа рассматривался вопрос о включении водных объектов республики в федеральный проект по оздоровлению рек. Проект будет реализовываться с 2025 по 2030 годы по всей стране. Реализация проекта должна решить основные проблемы – загрязнение водоемов сточными водами, деградация водных объектов, изношенность гидротехнических сооружений, снижение рыбохозяйственного потенциала. До конца 2024 года правительство России должно окончательно сформировать проект и составить перечень включенных в него водных объектов. С 2025 года начнется его реализация. Сегодня смотрели где-то 70 в общем объектов. Из них некоторые, значит, члены бассейнового совета отклонили, значит, и все-таки в общем счете мы проголосовали за принятие данных объектов, потому что без согласования членов бассейнового совета дальше данные мероприятия не продвигаются на финансирование. А финансирование, если будет, то по меркам, по расчетам до 2030 года, да, где-то больше миллиарда рублей. Работа по поддержке молодежных инициатив, вовлечению молодежи в социально-общественную жизнь в Ниренгринском районе идет полным ходом. В настоящее время продолжается прием заявок на городской конкурс молодежных инициатив, победитель которого получит грант на реализацию своего социального проекта. Подробности в нашем следующем материале. Городской конкурс проектов «Молодежная инициатива» проходит в этом году в Нерюнгри уже во второй раз. Номинацией этого конкурса стало «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни». Размер гранта составляет 100 тысяч рублей, которые получит один победитель на реализацию своего социального проекта. На сегодняшний день уже мы получили пару заявок, они очень разнообразны. Тут же и развитие стройкаболического движения города Нерюнгри, волейбола и профессионального, и любительского, и также про выходные, спортивные выходные в летний период. Ребята хотят в рамках своего проекта проводить мастер-классы, тренировки, зарядки летом на территории парка. Мы считаем, что наш городской конкурс является начальной точкой у молодых людей, которые в дальнейшем планируют участие в грантовых конкурсах на республиканском и федеральном уровне. Тема вовлечения молодежи в здоровый образ жизни была выбрана не случайно. Перед стартом конкурса был проведен социальный опрос с целью выявить наиболее актуальные темы, которые больше всего волнуют молодежь города на текущий момент. В этом году я принимаю участие с проектом «Спортивные выходные». Этот проект направлен не только на пропаганду здорового образа жизни, но и на укрепление семейных ценностей. Летом 2024 года мы планируем проводить еженедельно спортивные выходные в парке. Это будут различные спортивные мероприятия, мастер-классы. Мы будем приглашать наших спортсменов, которые будут проводить эти занятия абсолютно бесплатно для населения. Также мы планируем проведение семейных эстафет и считаем, что этот проект невероятно актуален для нашего города. Принять участие в конкурсе проектов может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет, проживающий в городе Нерюнгри. Заявки принимаются до 10 декабря. Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Устойчивое развитие с заботой о человеке и экологии. В Якутске состоялся ESG-день, организованный Сбером. Участники мероприятия обсудили внедрение принципов ESG, что переводится как экологическое, социальное и корпоративное управление. Банковская сфера переходит на цифру и активно сокращает расход бумаги. О ситуации на сегодняшний день и будущих перспективах в материале нашего корреспондента.
На передний план развития банковской сферы выходят вопросы человекоцентричности, разумного использования ресурсов и сохранения экологии. Для этого сегодня активно внедряются принципы ESG. В их основе лежат понятия ответственного отношения к окружающей среде, высокая социальная ответственность и высокое качество корпоративного управления. Одним из лидеров в стране в этом отношении сегодня является Сбер. Его сотрудники поделились своим опытом в этой сфере на конференции. Эта тема для нас, конечно же, очень интересна. Более того, это не просто интересно, это одно из основных направлений исследований Центра стратегических исследований, наш центр, который я представляю. В частности, вот в прошлом году, в 2022 году, мы сформировали доклад об устойчивом развитии и о благополучии в Республике Саха-Якутия первый раз. Вот, в этом году уже у нас второй опыт, должен в конце года выйти доклад об устойчивом развитии, о том, как у нас реализуются цели устойчивого развития в регионе. Еще в прошлом году глава республики Арсений Николаев и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в ESG-сфере. Документ предусматривает реализацию совместных инициатив, направленных на снижение и компенсацию негативного воздействия на окружающую среду, сбор, обмен и применение лучших практик и передового опыта в области снижения экологических рисков, а также экопросвещение населения. Мы закладываем определенные смыслы в устойчивое развитие республики. Это баланс комфорта жизни наших граждан, это сохранение природы для будущих поколений, ответственное природопользование и бережливые инновационные технологии производства, а также создание экономики высокого человеческого капитала. В рамках конференции его участники рассмотрели опыт ESG-трансформации Сбера и регионов России, сотрудничество бизнеса и некоммерческого сектора, а также лучшие практики в стране. Сегодня внедрение этих принципов касается структуры бизнеса и репутации компании. Это один из критериев, на которые обращают внимание крупные инвесторы. Но в конечном итоге цель одна – спасение планеты от экологической катастрофы. Объединение крупных компаний вокруг проблемы загрязнения окружающей среды способно кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Лилия Уваровская, Юрий Осипов, Григорий Хлопков, Якутск. Сегодня во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных. Праздник носит просветительский характер. В этот день призывают обратить внимание на содержание питомцев и отношение к ним. Чтобы повысить осознанность хозяев животных, специалисты проводят лекции, вебинары и семинары. Сегодня в Мархинском ветеринарном участке также провели просветительские беседы с посетителями. В следующем материале вы узнаете, о чем нужно знать хозяевам питомцев для того, чтобы поддерживать здоровье животных. Часто владельцы домашних животных считают, что если питомец содержится в квартире, то профилактические мероприятия против паразитов и вакцинации не являются обязательными. Напротив, надо помнить, что животные, находящиеся в жилом помещении, контактируют с людьми и могут стать причиной возникновения болезней, общих для человека и животных. Поэтому важно уделять особое внимание профилактическим обработкам своих питомцев. Самый простой способ предупредить болезнь – это своевременно привить животное против заразных болезней. Есть такое заболевание бешенства, наверняка вы все знаете. Она очень опасное заболевание, которое передается к человеку, и она не лечится. Для этого, чтобы такого не было, есть ежегодная вакцинация. То есть вакцинируются собаки, кошки один раз в год в обязательном порядке. Прививка абсолютно бесплатная. Чума плотоядных есть такое заболевание. Есть парвовирусные энтериты, аденовирусные энтериты, коронавирусная инфекция тоже есть у них. Вот, даже есть от кожных заболеваний, конечно, обработка от гельминтов. Первичное введение комплексной вакцины против заразных болезней нужно производить, когда питомцу исполнилось 2 месяца. У питомца должна быть своя медицинская карта, с помощью которой врач будет контролировать здоровье питомца. Особенно это важно для малышей, у которых врачи обращают внимание не только на общее состояние, но и на определенные периоды развития. Если животное ничего не беспокоит, будет достаточно проводить профилактический осмотр 1 раз в год. Это ответственность как и хозяйки, и хозяину. Все равно надо присмотреться за ним. Ну, как маленький ребенок он. Это наш питомец Лео, самый маленький член семьи. Ему уже 9 лет. Каждый год всегда мы прививаемся. И получается, всегда ходим на эти осмотры.
Помимо плановых посещений, популярной процедурой среди домашних питомцев является кастрация, стерилизация. Если животное не предназначено для племенного разведения или репродукции, то стерилизация для него – оптимальный и правильный выбор. Процедура продлевает животному жизнь и благоприятно влияет на здоровье, являясь своего рода профилактикой и снижением риска заболеваний. Стерилизация делали и сегодня. Шов убрали и еще укол поставили против бешенства. 4 года назад взяли кошку по объявлению в добрые руки. И сейчас уже кошка как бы полноценный член семьи. Допустим, мышь ловит дома и успокаивает детей, детьми играет. Сегодня в ветеринарных заведениях страны активно проводят чипирование питомцев. Это регистрация животных на цифровом сервисе «Все звери». Электронная ветеринарная карта предоставляет много преимуществ. Она доступна в любой клинике, так что при осмотре хозяевам не нужно вспоминать все болезни, аллергию, операции или предоставлять результаты анализов на бумаге. Чип этот ставится под кожу и сканируется она через камеру. Мы находим и сразу вот все звери вносим вот эти данные, и там ваши данные все выходят. Где вы живете, ваш номер телефона. На почту придет еще письмо от них, что ваши собаки должны уже вот скоро вакцинацию сделать, упоминание, то есть приходит. Очень удобная вещь. Список животных, подлежащих обязательной маркировке и учету, планируют расширить. Сейчас в законе говорится только о сельскохозяйственных животных, хотя эксперты считают необходимым также учет кошек и собак. В Минсельхозе отметили, что это поможет искать потерявшихся питомцев, предотвратить жестокое обращение с ними, проследив по номеру хозяев, которые бросили свое домашнее животное. Марферина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Сегодня в Якутии отмечается День хомуса. Именно в этот день в 1990 году в Якутске был открыт единственный в мире музей и центр хомуса народов мира, в котором собрана уникальная коллекция этого музыкального инструмента. В честь этой даты в Театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, где была организована выставка и праздничный концерт при участии хомусистов-виртуозов мира. Сегодня День хомуса отмечается не только в Якутии, но и в других регионах и странах. Наши коллеги из музея и центра хомуса народов мира, а также наши хомусисты-виртуозы, это Варвара Степанова, Ирина Антонарьяна, они принимают там участие, показывают там мастер-классы, организуют концерты, а также и мастер-классы кузнечного дела. Также будет проведен именно День хомуса в Монголии. Это событие у нас, вообще с Монголией у нас дружба началась еще в 2019 году. И это мероприятие, она является именно таким историческим моментом для культурного содружества. День хомуса отмечают и в Москве на выставке «Россия», которая проходит в 75-м павильоне ВДНХ. На стенде Якутии расположились мини-мастерская, где кузнец изготавливает самые настоящие якутские хомусы. Также развернулась целая выставка, посвященная варганам народов России. Все самое интересное в сюжете Айсены Бурнашовой. Проволоку беру, делаю, придаю вот такую форму. Потом вот эти ножки надо соединить так, чтобы получилось вот так. Из металлической проволоки формируют полукруг, сводят концы параллельно друг другу. Так появляется корпус будущего хомуса. После его полируют, затем устанавливают язычок инструмента. Не догадаетесь, из какого материала? Она делается из советской пилы, так скажем. Куска советской пилы. Вот такой кусочек беру и придаю вот такую форму. Но это очень тонкая и точная работа. Плоды трудов и стараний мастеров из самых разных регионов страны можно увидеть на соседнем стенде. Выставка народов России собрала 40 инструментов. Здесь русские варганы, алтайские камусы, якутские хомусы. Наши, кстати, бьют все рекорды. У нас есть еще самый-самый маленький хомус в мире длиной 0,6 миллиметров. Этот хомус изготовил Нестроев Никифор Ильич. В списке уникальных и космических хомус он в буквальном смысле добрался до звезд. В 2011 году летчик-космонавт России Олег Кононенко взял с собой вот этот наш якутский хомус и сыграл на орбитальной станции якутскую мелодию. Кстати, он несколько раз приезжал в Якутск и брал уроки игры на хомусе.
Перед хомусом не устояли сегодня и посетители выставки. Готовы были пуститься в пляс. Виртуозную игру им подарили профессиональные хомусисты. Дни хомуса на ВДНХ в рамках форума «Россия» проходят 3 дня. Сегодня финал мероприятий. За эти дни о хомусе узнали почти 40 тысяч человек. Каждый получил незабываемые эмоции. Интересно, необычный довольно-таки опыт. И то, что звуки получаются, в принципе, вот я вот сейчас вот взял, и у меня вроде даже что-то получилось. По крайней мере, мне так показалось. Преклоняюсь просто перед мастером, перед его трудом и перед вообще, что это и здесь мы узнаем вот эти национальные традиции. Да. Для нас это, для москвичей, конечно, и для других регионов. Чудесно. Спасибо большое. Айцена Барнашова, Григорий Николаев, Москва. Завтра в Русском театре премьера. На сцене покажут спектакль по мотивам произведений Николая Островского «Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил». Режиссеры и труппа театра постарались внести в известное классическое произведение собственное прочтение. Насколько это получилось, зрители узнают уже завтра на премьере. Ну а накануне премьеры мой коллега Александр Хавренко побывал на генеральном прогоне постановки и готов немного приоткрыть занавес в следующем сюжете. Произведения Островского – обязательная часть репертуара любого академического театра. И не всегда классические произведения подаются в классическом прочтении. И актеры, и режиссер, и зрители хотят увидеть что-то знакомое, но в то же время в новой интерпретации. Мы попытались вникнуть в Островского. И очень приятно, что руководство местного театра, вот, русского драматического, хочет видеть разного Островского в этих стенах. Здесь есть совершенно чудесный, милый спектакль на всяком... Нет, это... Не все коту масленица. Вот. Он сделан, вот, так скажем, в традиционной манере. Вот. Мы пошли чуть-чуть в другую сторону. Островский обожал Гоголя, очень чтил его. И мы попытались посмотреть на Островского через призму Гоголя. И через призму тех страстей, которые бушуют внутри героев этого спектакля. Главную и единственную мужскую роль в спектакле Миши Бальзаминова исполняет Александр Сердюков. Роль его мамы досталась актрисе Ксении Зыковой. По признанию Ксении, она давно мечтала поработать с Бурханкиным, еще когда жила и работала в Москве. Но сбылась мечта на сцене родного русского театра в Якутске. У меня вот есть свои материнские какие-то, как у любой матери, вот эти боли о том, что дети, которых мы рожаем, растим, и нам очень хочется, чтобы они были счастливыми, и чтобы у них все сложилось благополучно, особенно когда у тебя такой ребенок, который немножко не похож на остальных. Вот и здесь это прямо режиссер из меня не то что вытащил, он прямо сделал вот так. И какой-то вот этот личный опыт, он для меня сейчас в этой роли очень помогает. Татьяне Медвинской досталась роль Матрёны. Прислуги в доме Бальзаминовых, простой женщины, которая за словом в карман не лезет и общается со своими хозяевами, не всегда соблюдая субординацию. Роль комедийная и многогранная. Мы еще только в процессе, мы еще работаем, то есть еще будет роль набирать, улучшаться будет, открываться какие-то новые грани. То есть сказать, что она уже закончена, нельзя. То есть это все будет от спектакля к спектаклю приходить что-то новое. Но сам образ уже наметился. Я в этом направлении работаю. Получилось или нет, ну, то пусть, конечно, зрители судят. Поначалу руководство театра планировало сделать один премьерный показ 1 декабря, а в репертуар включить спектакль после Нового года. Но зрительский интерес уже сейчас довольно высокий, поэтому в канун Нового года, 28 декабря, будет устроен еще один показ истории о том, как Миша Бальзаминов за счастьем ходил. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. Международный фестиваль независимого кино Великобритании объявил победителей этого года. Среди них 3 награды взял якутский фильм «Не хороните меня без Ивана». Картина режиссера Любови Борисовой выиграла приз за лучшую полнометражную киноленту в одной из номинаций. Кроме того, лучшим актером признан исполнитель главной роли в фильме Александр Чичахов. Также награду за лучшую операторскую работу получил Семен Аманатов. Ранее лента «Не хороните меня без Ивана» выиграла гран-при 15-го международного кинофестиваля «Северный характер» в Мурманске. Это были все новости к этому часу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Ну а сразу после нашего эфира передачу «Якутия вперед»
В ходе программы глава Якутии Айсан Николаев расскажет о главных событиях в жизни республики за прошедший месяц. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире.